Вы слушаете радио Магаз на волне 88,8 FM. В студии Зина и Залихан. Привлечь своего слушателя голосом и завоевать сердцем. Каждое утро стараются в утреннем интерактиве ведущие национального радио Залихан и Зина. На телевидении девушки работают довольно давно, а вот мир радио открыт для себя совсем недавно. Тандем пришелся слушателю по слуху. Каждое утро на волне 88,8 FM много интересной и полезной информации, ярких событий и хорошей музыки. За годы национальному радио удалось обрести свою аудиторию. С ними просыпаются и провожают день, а еще грустят и приходят поделиться сокровенным. Обратной связи по сообщениям, которые нам присылают наши слушатели, я думаю, что наше радио популярное и востребованное, потому что вот есть у нас костяк, прям тот, который слушает всегда наше радио, но очень часто появляются и новые слушатели. И этот костяк, который есть вот прям по утрам, который слушает, есть днем, который всегда слушает, и вечерние. И есть те самые, которые слушают всегда. Я никогда не думала, что есть люди, которые до сих пор прям очень много слушают радио. Но есть люди, которые каждое утро приходят и говорят, типа, доброе утро, мое любимое радио, и мы рад снова быть здесь, там, рад снова слушать вас и так далее. И ты думаешь, боже, даже я всю жизнь мечтала работать на радио, даже я так много радио не слушала, как эти люди слушают нас. За музыкальный вкус и качество звука наших слушателей отвечает молодой, но очень перспективный звукорежиссер Мухаммад Плиев. Здесь он совсем недавно, но, как признается, уйти уже вряд ли сможет. Его плейлист еще полгода назад был одним, но за время работы именно благодаря слушателям удалось послушать самые разные композиции, которые уже давно пополнили список предпочтений. Это русская рулетка своего рода, потому что, не всегда песни, которые нравятся мне, нравятся нашим радиоведущим. И также наоборот, те, что подбирают они, не всегда предпочитаю я. Основная моя задача заключается в том, чтобы следить за всей обстановкой на радио, чтобы без запинок проходила работа, грубо говоря, чтобы никаких казусов. Бывают иногда казусы, но опытный звукорежиссер, так или иначе, он должен их устранять, все эти казусы, когда они происходят. Радио национальное и, конечно, национальному компоненту здесь уделяют особое внимание. Вещание ведется на русском и ингушском языках. В эфир выходят программы и интересные беседы на самые разные социальные темы с известными людьми. Радищики стараются охватить и взрослых, и молодежь. Большой интерес слушателей вызывает так называемый развлекательный жанр интерактива, который чаще всего выходит утром и вечером. Вещает национальное радио почти 10 часов в прямом эфире ежедневно. Нас можно слушать в любой точке мира через интернет, транслируется через ЭТ. Мы сотрудничаем. Поэтому часто нам пишут, у нас достаточно часто, где-то около 8 часов, 9 часов бывает прямого эфира. Мы делаем это намеренно, естественно, для того, чтобы был контакт и люди понимали, что мы работаем для них в прямом эфире, чтобы они могли спокойно с нами связываться. Постараемся работать, конечно, охватить разные контенты. Больше, конечно, это программы бывают игрового жанра, потому что, их может быть интереснее слушать. Развлекательные, музыкальные. Также есть религиозные программы, есть программы образовательного такого направления, спортивные, потому что у нас очень внимательно следят за событиями спорта и так далее. Сердце радио – это серверное. Именно отсюда идет вещание. Здесь установлено одно из самых современных оборудований, которое используют самые известные радиостанции страны. Всего на национальном радио работают 3 аппаратные, 3 студии, основная, новостная и программная. В прошлом году уже запустили радио «Ангушт». Поэтому у нас были просьбы в связи с тем, что все-таки радио Магаз мы должны охватывать все. У нас и информационные выпуски идут, и тематические программы, и, безусловно, это развлекательные программы, музыкальные. Поэтому для религиозных программ оставалось, может быть, не столько времени, сколько хотелось бы уделить. Радио появилось еще в конце XIX века благодаря разработке известных ученых Александра Попова и Гульельма Маркони, которые независимо друг от друга разработали первые радиопередатчики. В начале XX века радио стало массовым средством связи, и затем начали появляться первые радиостанции. День радио во всем мире отмечают ежегодно 13 февраля. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1946 году, начало свою работу радио ООН, ставшее голосом международного
международного сообщества. По традиции свой праздник радищики во всем мире отмечают на работе, ведь любимые слушатели не ждут. Лида Цичоева, Муслим Арчаков, Магаз 24.